Так, а запись это не включил. Итак, запись идет, и я вам показываю экран. Так, вот дайте знать мне экран көрінче бешохпа, минус документ көрінче бешохпа. Надо аффикс отрицательного аспекта прошедшего времени көрінче бешохпа. Видно или не видно? Көрінче бешохпа. Я тут переключаюсь, чтобы у вас... Так, ага, көрінче. Көрінче видно по-хакасски көрінче. Так, шешарир. Идем дальше. В общем, мы в прошлый раз занимались изучением отрицательного аспекта аффиксов, отрицательного аспекта настоящего времени чаче на бин, пин, мин. Вы заметили, да, вот на чаче свои аффиксы. А на прошедшее время ган, ген, хан, кен, ан, йен, да, есть свои аффиксы отрицательного аспекта. Давайте теперь их запомним. Ну, надеюсь, что вы аффиксы прошедшего времени знаете. Допустим, пзыр, пзырган, да, это прошедшее времени. Но давайте смотрите, пзыр, пзырбе, пзыр вари, пзырбе не вари. Пока рассмотрим. В каком случае бабе, я думаю, теперь вы опять должны вспомнить фундаментальное правило согласования звуков к звонким звонкое, глухим глухое. Вот это фундаментальное правило всегда работает. Бабе примыкает к звонким основам, к согласным и гласным. Да. Папе примыкает к глухим. А маме, вы помните, есть еще третий класс звуков, это сонорные. Н, Н. Давайте еще раз пропишу. Н, Н. Н, Н. Вот этот класс звуков, они примыкают к маме. То есть маме примыкает вот к этим основам. Ну и вот поехали. Пзр. Основа на твердое, на звонкое. Да? Пзр, Б. Примыкает на ба. Ну, по твердости, по мягкости, я надеюсь, вы понимаете, да. Пзр, пзр, б, не вари. Тимне, готовь, тимне, б, не готовь. Ит, делай, ит, п, не делай. Сагн, думай, сагнме, не думай. Видите, да, заканчивается на сонорное, примыкает м, сагнме. Ис, пей, спе, не пей. Ткр, плюй, ткрбе, не плюй. Хап, поднимай. Хаппе, не поднимай. Сал, так, отпусти. Так, хап, я прошу прощения, подними. Так, хап, подними. Хап, подними, хаппе, не поднимай. Сал, отпусти, салбе, не отпускай. Кис, одень, одевай. Киспе, не одевай. Сх, выходи. Схпе, не выходи. Одр, сиди. Одрб, не сиди. Хыгр, читай. Хыгрб, не читай. Мангнан, успевай. Мангнанме, не успевай. И вот по этой аналогии, вот по этим глаголам, я думаю, вы потом у себя тоже потренируетесь. И вот к любым глаголам потренируйтесь дома прямо вот присоединить вот эти вот аффиксы прошедшего времени, отрицательного аспекта. А мы теперь давайте рассмотрим примеры по лицам. Опять по лицам. Ну, допустим, да, именно в прошедшем времени. Мин пасхам. Пасхам я писал. А теперь смотрите, паспам не писал. Смотрите, пас, корень слова, да. Паспе, не пиши. И примыкает аффикс ан, да. Ну, давайте разделим вот так. Паспе, да, паспе. Но тут должно быть вообще ан, вот так, да. Ан. Но паспаном, да, сейчас идет стяжение, и поэтому н выпадает, и получается паспам. Вот таким образом формируется глагол вот отрицательного аспекта в прошедшем времени не писал. Кёргам
Кёрбе. Не смотри. И примыкает аффикс. Вот смотрите, на ен, да. Кёрбе. Кёрбен. Должно быть ен. Вот так вот. Н. И плюс м. Но н выпадает. М остается. Кёрбем получается. Пюн мин прде ниме паспам. Пюн сегодня. Мин я. Прде ничто, ничего. Ниме что паспам. Сегодня я ничего не писал, не писала. Это на мин. Запомните аффикс м. Да, паспе, паспам. Кюрбе, кюрбем. Мин кюрбем. Син азран, азранме, азранмазн. Аффикс зн это местоимение второго лица. Нугасин азранмазн. Почему ты не ел? Син кинога парбазн. Ты в кино не пошел. И, ну и с третьим лицом. Ол минзер кильбен. Вот тут вы понимаете теперь кильбе. Ен, да, примыкает кильбен. Он ко мне не пришел. Ол школа де сарнабан. Ну так я для удобства понимания разделяю. Ол школа де, он в школе не пел. Ол школа де сарнабан. Пестиатр парбабс. Парбе не иди, парбабс мы не пошли. Мы в театр не пошли. Пес орей ирда сарнаспабс. Сарнас пой, да, вместе с кем-то петь. Сарнаспе не пой. Сарнаспабс мы не пели. Мы поздно вечером не пели. Я привожу вчерашние примеры, чтобы как бы далеко не ходить и чтобы больше запоминалось так. Серер вы. Серер тынығы күнде алзар шөрбезер. Шөр. Корень, да, шөрбе не езжай. Шөрбезер не ездили вы. Вы тынығы күн, это выходной день. Тынығы күнде на выходные дни. Алзар в деревню не ездили. Вы на выходные в деревню не ездили. Серер футбол хажанда ойыны базар. Ойыны базар. Вы футбол хажанда никогда. Футбол никогда не играли. Олар. Олар пске хынманнар. Вот тут опять хынме. Ан прошедшее время. Да, хынман. Еще нар это аффикс третьего лица множественного числа. Хынманнар. Они нас не любили. Олар ихтен ихте турбаннар. То же самое. Турбе примыкает аффикс прошедшего времени и потом аффикс множественного числа. Улар ихтен ихте турбаннар. Они утром рано не встали. Улар кинога шербеннер. То же самое. Шербе, шербен прошедшее время. Шербеннер множественное число. Нер. Шербеннер. Они в кино не ходили. Вот таким образом формируются вот эти вот отрицательные аспекты, да, в прошедшем времени. Так. Ну и давайте домашнее задание такое будет. Вот с этими глаголами, которые я тут прочитал, я их дам. Давайте я им сейчас здесь дам. Ну, под видео они будут в YouTube все равно. Так, вопрос кёдер и хап. Разница есть? Кёдер, по сути, большой разницы нет. Смысл один и тот же. Кёдер поднимай, правда. Нет, смотрите. Кёдер это поднимать вверх. А хап брать, допустим, если мешок стоит, допустим, где-то внизу, да, а вы там наверху, скажем, ну, на машине, да, и хотите поднять мешок картошки. Вы не сможете, лучше сказать, тот, который внизу, ну, или вы внизу стоите, а верхнему говорите кёдр, поднимай, кёдр, то есть и тащи вверх, да, кёдр. А если, ну, это один вариант хап, хап это значит бери и хватай, вот такой смысл, хап брать, хватать брать, кёдр поднимать. Ну, хватать брать, хап, тоже там есть смысл хабырга,
Нет, да, вот действительно хап это хватать, потому что хап-хап говорят, вот, держи, держи его, хап, Анна, держи его. Хабырга, ну и смысл поднимать тоже у слова хап есть. Кёдер именно поднимать вверх. Так, да, хап схватить, ух ты, правильно. Так, а кёдер это поднимать. Так, давайте мы сейчас пойдем дальше, зачитаем текст из Хабара традиционно. Из Хабар. Так. Ну, давайте мы зачитаем сообщение из Тыва, из Республики Тыва. Кик фермалары тюстелер. Кик это буквально олень. Теперь вы видите, да, вот на картинке олень. Ферма лары, теперь вы понимаете, ферма лар множественное число, фермы. Тюсте буквально закладывай основу или организовывай, начинай. Тюстелер. Кик, ну, фермы оленей будут закладываться, да. Такой дословный перевод. Дальше. Тува. Республикада киктер өскерерине хайг айлендерша. Айлын возвращайся. Айлендер возвращай. Айлендерлша возвращается. Да? Обращается айлендерлша. Возвращается что? Хайр. Хайр внимание. Внимание обращается. Точный перевод. Өскр выращивай, өскрер вырастет, өскреры выращивание, өскрерине выращиванию. То есть выращиванию внимание обращается. Выращиванию чего? Киктер, оленей. Республика Д в республике. Ди регионным тоджин айманде ол тогас пастылыбысты. Пастыл начинайся, пастылыбысты начался. Тогас работа, работа началась. Ол тогас эта работа началась. Айманде в районе. Аймах это район, Айманде в районе. В каком районе? Тоджин. В Тоджинском районе региона Тоджинского района, да, иди так. Так в регионе, в Тоджинском районе эта работа началась. Андагы шазылары алның икі сөбірізіне он бірер кик пирерге шарыдық алылды. Андагы шазылары. Так, шарыдық алылды. Алыл берись, алылды взято. Шарыдық соглашение. Шарадых разрешение взято, соглашение взято, да. Некий договор. Вот, ну, скорее всего, шарадых это разрешение, взято разрешение, соглашение. Пирерга, пир дай, пирерга дать. Что дать? Он брер кик, олень, он брер по 11. Он брер 11, он брер по 11. По 11 кому? Сөбере. Это семья, сөберезне, икі сөберезне, двум семьям, да, по 11 оленей дать было взято соглашение. Так, алның икі сөберезне, деревни, в деревне двум семьям. Андагы, анде там, андагы тамошний, шазылары. Шазыл это название деревни, шазылары деревня. В той деревне под названием Шазылары двум семьям по 11 оленей дать было взято соглашение. То есть было решено, да, по-русски, если говорить. Дальше. Пу шарыдық ал шұрттық жыларының шилинді алылғын. Алылғын было взято. Что было взято? Шарыдық.
соглашение, разрешение или договор в этом случае. Да. Пусть этот договор был взят. Шилинда, шилых собрание, шилинда на собрании. Шуртагжиларының, шуртагжи житель, шуртагжилары жителей. То есть на собрании жителей ал шуртагжиларының, деревенских жителей. Пу это. Ну и вот получается, это соглашение на собрании Шилинда, деревенских жителей, было принято. Алылған. Совет үлгізі тузынды по аймақта киктер өскір жаңнер. Өскір выращивай, өскір жаңнер выращивали киктер. Выращивали, растили, да. По аймақта. Аймақ буквально район. По аймақта в этом районе. Үлгізі. Тузында үлгізі это власть. Тузы время. Совет үлгізі, в советская власть. Тузы время, да. То есть во время советской власти по аймақта в этом районе киктер үскіржеңнер выращивали оленей. Оларның саны 15 мыңға шитчен. Танықтыпша туваның пазы шолбан караол. Танықтыпша, танықты отмечает, танықтыпша отмечает кто? Туваның пазы. Пазы буквально руководитель. Ну, дословно переводится голова, да. Глава Тувы шолбан караол. Отмечает. Что он отмечает? Шитчан. Он без муа шитчан. Шитчан буквально достигала. Щит достигай, щичен достигала. Он без муа 15 тысяч. Сан это численность, цифра. Численностью 15 тысяч достигала. Улырның их численность, ну имеется в виду численность оленей, да. Их численность, число 15 тысяч достигала. Отмечает глава Тувы шолбан караол. Киктер үскіріп пастаны аймақ шұрттық жыларына 9 орнын пирер. Пирер будет давать что? Орнын место. Какое место? 9 орнын. Рабочее место будет давать. Кому? Шуртагжиларына. Шуртагжи житель, шуртагжиларына жителям. Жителям чего? Аймах шуртагжиларына. Жителям Аймаха, Аймака, да, или района. Так, киктер, олени, өскіріп пастаны. Вот өскіріп пасты это сложный глагол. Так, өскіріп пасты начинай выращивать. Өскіріп пастаны выращивание. Вот, выращивание оленей Аймақ шуртагжиларына, жителям Аймака 9 орнын пирер, рабочие места даст. Олар хазны саринан полызық алырлар. Алырлар будут брать. Ал бери, алырлар будут брать. Полызық помощь. Полызық помощь. Помощь будут брать. Откуда? Хазна саринан. Хазна это государство. Сари сторона. Саринан со стороны государства. Олар они. Получается, олар они хазн саринан со стороны государства, полызық алырлар будут брать помощь. Ин өне шонның пұрынғы кейбір шозықтарын хайрылып қалыр оңдай табылыр. Ин өне главное, ин самое главное. Ин это превосходная степень, да. Ин өне самое главное. Что самое главное? Оңдай табылар, табылар найдется. Оңдай что? Возможность, способ. Оңдай способ, возможность найдется. Чего способ? Хайрылып халар. Хайрыллы сохраняй. Хайрылып халар. Хайрылып хал сохрани. Хайрылып халар сохранению способ найдется. Что? Кейбір шозықтарын. Кейбір шозық буквально традиция. Шозықтарын традиции. Традиции какие? Пұрынғы. Древние традиции. Шонның народные. То есть и тут что получается? Ин-ына самое главное. Народные
народные древние традиции сохранят, для сохранения будут иметь возможность, ну скажем так, да. Туванның официальные порталы. Тувинский официальный портал. Ну, в общем, таким образом переводится текст. Вот я хочу спросить, чтение текстов, вот допустим, вот уже сколько я начитываю, хоть немного-немного складывается какая-то логика языка, что ли, есть понимание вот подобных чтений? Или еще пока сложно? Вот хотел бы я услышать. Так, я это... Так, ну, для понимания пока сложновато. Почему? Потому что еще не все аффиксы мы пока еще прошли. Конечно, аффиксы надо будет заучивать на автомате. На автомате, пока мы не пройдем все аффиксы, конечно, вот я стараюсь, как бы, в таком чтении, конечно, разбирать аффиксы сложновато будет, поэтому мы аффиксы проходим вот так пошагово, да. Вот, и эти аффиксы надо запоминать, поэтому, как бы, вот еще раз повторяю, что изучение хакасского языка это все равно заучивание понимания смыслов аффиксов. А эти аффиксы мы, я как понимаю, допустим, их пошагово, вот каждый аффикс, каждый класс аффиксов просто нужно заучивать каждый раз, чтобы они укладывались в сознание. Мне кажется, что может быть как бы быстровато, да, но тем не менее, если самому повторять дома каждый раз, каким-то образом упражнение делать, да, мне кажется, эти аффиксы можно вот в день, в 2 дня как-то усваивать. Я стараюсь не все аффиксы давать быстро, тем более, допустим, вот примеры стараюсь сохранять, чтобы даже глаголы теперь пока еще не сильно меняю. Дело в том, что просто надо будет запоминать сами аффиксы. Вот, допустим, прошлый аффикс отрицательного аспекта, да, на бин, мин, пин, это уже с пинчем. Надо будет, конечно, запоминать, что это аффиксы настоящего времени и не путать, да. А вот сегодняшние аффиксы ба, бе, па, пе, ма, ме, допустим, это аффиксы, относящиеся уже к прошедшему времени. Тот же отрицательный аспект, но в прошедшем времени. Конечно, их надо будет заучивать, как-то укладывать. И вот стараюсь вот тут те же примеры дать, допустим, пасхам, паспам, не писал, да, кюргам, кюрбем. И тут через местоимение пока, потому что все равно логика языка, она исходит из взаимодействия с местоимениями. Вот пока так на сегодня. В общем, на сегодня пока все. Сроглар парба. Я тут еще готовлю, в общем, сайт один делаю. Не знаю, когда я все это смогу привести в порядок. Думаю, что где-то в октябре, в ноябре, наверное, запущу сайт. Там будет система тестов. И все то, что мы сейчас проходим, потом я вам дам посмотреть, то есть корректно или некорректно это сделано. В общем, мне надо тоже сейчас приготовить, и надо будет пройти регистрацию. И все, что мы здесь проходим, потом через систему тестирования вы сами себя будете потом проверять, как вы усвоили или не усвоили. Вот я понемножку сейчас готовлю, когда сделаю, где-то, думаю, что к ноябрю, наверное, первые там 5-6 тестов каких-то, может быть 10 тестов, не знаю, но по мере прохождения заданий я это буду давать. И там немножко курс будет немножко по-другому дан. Я сейчас, то есть логика другая будет, но тем не менее смысл один и тот же. Все равно надо будет заучивать аффиксы. Аффиксы и фразы. Просто по-другому будет построена система прохождения занятий. Ладно, алгыс пулзын, что вы сегодня пришли, вас 3 осталось.
Хорошо, ладно, алгыс болсын. У вас, Сарин, у вас какая-то есть своя система есть по английскому языку? Где-то у вас, может быть, программы какие-то есть? Я работаю в Moodle, сейчас набираю сайт, в Moodle собираю. И как бы вот, не знаю, насколько корректно, потому что я другие системы не изучал, но это бесплатный движок в Moodle, и там вроде бы есть все то, что нужно для системы тестирования. Ну, по крайней мере, я как-то приглядываюсь. Ну, надо будет посмотреть, я вот в Quizlet, да, не смотрел, просто не знаю, поэтому сравнить не смогу. Ну ладно, алгыс болсын таңдағы шетері, до завтра. Ага, Сарина, спасибо большое за ссылку, я посмотрю. Таңдағы шетері, видео я выложу традиционно также на Facebook. Поза туғасын аным жоқтар.